Бзира фимас хатырску ахушча, бзила фиабе дачасна гепсна хабар студиях, штавим чипш хым чипш раграцует эфир кота мишти, аха уям та усбаша имир пустцумус, тихо хтуску харасчлым хау, папсна юнуцха, папсна антыз, я язык на дунеча. Убри намаден яцахцует хадыратараква, яхейна ракма, Ливан Микай Сарей, всеми пахгалует ичуду компанию харал шута эфирква, урт эфирква рассказывает хагана гарала яхепи амтаза, абснахен ткар разахен итфирцез харал шует вожран заигазгев харал шута фартера, убри фартера Ярабснахен ткар фартедер глазаши сказывает хайфирква. Добрый день, уважаемые зрители. Пснахабар продолжает свою работу, несмотря на эту паузу. Как вы помните, большую часть наших эфиров за последние месяцы мы посвятили пицунской проблеме передачи госдачи Пицунда. Мы видим сейчас, что, скорее всего, эта тема угасла, и мы переходим в новую стадию. Мы с моим гостем, экспертом, военным экспертом Ливаном Мика будем говорить о опасности, которая грозит нашему государству, нашему народу. Ливан, добро пожаловать. Хочу сказать, что Ливан Мика ветеран Отечественной войны. Я для себя записал регалии для того, чтобы у наших зрителей тоже было понимание, что человек с опытом и о войне, и о гибридной войне. Мы будем говорить с начальником штаба Сухумского батальона во время Отечественной войны народа Абхазии, командир Сухумской резервной бригады в 2008 году и выпускник военной академии Абхазского госуниверситета. Военная академия — это, Ливан, твоя вторая специальность. Первая специальность — это история. Вообще говорят, что история человечества — это история войн. Да. Вот. Получается, у тебя есть основная первая специальность историка, а потом еще и военная специфика. Вот. И сегодня я хочу начать наш разговор с той темы, которую ты поднял на круглом столе, который был организован Центром стратегических исследований. Да? И ты назвал ситуацию, которая у нас в стране и вокруг страны, что ведется гибридная война. Я хочу, чтобы мы сегодня поговорили именно вот по этой теме в большей степени, раскрыли, что такое гибридная война, потому что есть там разные мнения, есть люди, которые вообще в принципе отрицают эту, да, такую форму войны. Но в большинстве случаев и в западной, и в российской такой, да, экспертной среде признано, что есть гибридная война, и в принципе некоторые ссылаются и там, на многие тысячелетия назад, там, на Сунь-Цзы и так далее. Вот. Я хочу, чтобы вот ты охарактеризовал, что такое сейчас гибридная война. Ну, бзерафимас тарского вистра, я цахцот пснахабар айцвевераква хара яхбот интерес шоу убрекант харге гвахвера хамана я цахцот хайш цвевераква. Ну, я бы, наверное, начал еще с нового такого, наверное, пожелания нашего формата, сделать еще новый формат. Да, я думаю, мы сегодня сделаем его в записи, а может быть следующий. Это мы попросим, наверное, зрителей, да, в комментариях присылать вопросы для того, чтобы мы на следующий, ориентировочно через неделю нашей встречи, могли бы на конкретные вопросы отвечать. И могли бы их тоже, кстати, делать в прямом эфире. Да, у нас есть возможность, спасибо, у нас есть возможность выходить в прямой эфир. И следующий наш разговор мы запишем в прямой эфире. Я думаю, это будет интересно. Заранее анонсируем время начала эфира, чтобы вы могли подключиться к нашей трансляции, задавать вопросы в режиме реального времени. Поэтому подписывайтесь на Пснахабар, и в YouTube вы сможете писать нам те вопросы, которые вам интересны.
Спасибо. Да. Вот. И, ну, я бы сегодня такую сделал бы обзорную лекцию, так, или обзорный такой разговор, поставил бы те вопросы, которые мы могли бы обсуждать в наших эфирах, и чтобы у наших зрителей возникли вопросы, на которых мы дальше бы стали бы отвечать. Вот. И вот задавая этот вопрос, ты, конечно, имел в виду сегодняшний контекст мировой, который происходит, сегодняшнюю и специальную операцию, которую Россия проводит на Украине, и все вокруг этих событий. Естественно, эти события не могут оставить равнодушным никого. И вообще вот такая тенденция к интересу, да, к вооруженным силам, она сегодня у многих стран, даже далеко отдаленных от театра военных действий. И сегодня можно сказать, что все страны, и малочисленные, и многочисленные, стали больше внимания уделять сфере безопасности, понимая, что она является одной из ключевых в развитии нации и государства. Потому что, как правильно ты сказал, вся история человечества – это история войн. И успешных войн, а историю пишут победители, да. Поэтому все эти, я бы так сформулировал первый тезис, что тенденция начать разговор, дискурс о безопасности, он сейчас такой мировой тренд, да, во многих странах. Это уже не просто дискурс, во многих странах это, ну, включают уже и механизмы, значит, новые механизмы по осуществлению таких грандиозных планов по реконструкции вооруженных сил, их модернизации, обсуждение разных способов мобилизации. То есть все внимательно следят, изучают опыт прошедших войн для того, чтобы этот опыт применить и имплементировать в современные вооруженные силы. Поэтому я думаю, и в этом смысле такая вот доктрина, которая у нас была, она, я думаю, должна подвергнуться изменениям. То есть мы не меняем, естественно, стратегического партнера. Стратегический партнер остается там Российская Федерация. Но многие стали задумываться о том, какую роль в этом партнерстве должна играть Абхазия. Что мы должны более активно задуматься о своей безопасности и постараться все-таки выстроить такую новую модель, учитывая, потому что я еще раз говорю, жизнь меняется, страны все больше и больше используют новые модернизационные схемы, да, реформы армии, потому что появились такие новые совершенно виды вооружений, как дроны. И, естественно, когда появляется новый вид вооружений, то и появляется новый контрвид. Контрборьба, да. Контрборьба, да. И поэтому естественный интерес к этому всему. Я бы начал здесь с политической составляющей и, наверное, бы успокоил наше общество и сказал бы, что, естественно, этот процесс должен быть естественным для нашего общества. То есть есть страны, которые постоянно должны быть в ритме безопасности и планировать постоянно свою безопасность и во главу угла поставить вооруженные силы своей страны.
Вот, потому что, ну, эта модель, наверное, самая яркая, это модель Израиля, да, где уделяется такое первостепенное значение вооруженным силам, и где там, вы знаете, да, служат все население без отсрочки, и мужское и женское население. И, естественно, после прохождения военной службы они также остаются в моб-ресурсе и принимают участие в мобилизации. И поэтому все участники этого процесса, они, естественно, каждый раз повышают свою техническую оснащенность, потому что, значит, научно-технический прогресс, он очень ярко проявляется в вооруженных силах, и поэтому там, соответственно, существуют новые виды вооружения. Ну, кстати, вот даже дроны, насколько я помню, Израиль один из первых, может быть, даже и первым ввел именно вот в разработке. И я еще хочу сказать, что наличие вот этой, да, статьи как безопасность не мешает развиваться в целом стране. То есть, как бы, чтобы вот ты говоришь, что хотел бы успокоить общество, чтобы общество понимало, что наша постоянная подготовленность не означает, что мы каждый день ждем начала войны, да, но это гарантирует наоборот, что у нас ее не будет, да, или то, что она не принесет нам большого урона. То есть, как бы, вот поэтому можно готовиться, можно постоянно быть готовым, но и развивать экономику, и политические какие-то институты там, и так далее и тому подобное. Это не мешает обычному ритму жизни страны. Это должно быть, наоборот, обычным ритмом жизни страны. Леон, я бы даже усилил твой тезис. Не то, что не мешает, оно помогает, потому что армия это и воспитательная часть. Это кроме технологической части, кроме физической там, участия в этом процессе, это и морально-психологическая часть, потому что если человек участвует в обороне и безопасности своей страны осознанно, то это гражданская позиция. То есть он часть своей жизни, часть отдает своей стране. Он выполняет свой долг перед своей страной. То есть вот страна вкладывает в него, развивает его и так далее. И он вот этот вот долг своей стране отдает в виде участия в вооруженных силах своей страны. Кроме этого, армия – это иерархия, да, то есть подчинение, дисциплина. То есть это и дисциплинирует общество. Да. Вот абхазские традиции, они всегда дисциплинировали человека, да, потому что в основе абхазской культуры лежит воинская культура, да, и воины, они имели свой этикет воинский, где была, значит, иерархия, где была выдержка, были морально-психологические качества, и все это говорит о том, что служба в рядах вооруженных сил, она мобилизует человека, она его дисциплинирует, она ставит такие очень моральные цели и задачи, да, для человека. Да, это служение Родине, это, значит, быть дисциплинированным. Потому что на самом деле эти все формы, которые помогают нам и в жизни, да, потому что если даже ты хочешь создать коммерческое предприятие или там участника экономического процесса, все эти формы, дисциплинированность, иерархия, да, это все помогают в создании там успешных... Ну и еще и модернизация, о которой ты говорил, что современная армия и вообще мир, он очень быстро развивается, поэтому требует постоянной переподготовки, постоянного улучшения там, навыков, там, технического оснащения там, и так далее.
Я бы, если можно, вот сейчас один тезис тоже высказал, это по поводу того, что если мы говорим о гибридной войне, то она, можно сказать, началась сразу, или даже еще до завершения Отечественной войны народа Абхазии, она уже началась. Например, блокада, которая, да, была, это часть гибридной войны, экономическая блокада, которая была, социальная, когда мы не можем, да, выезжать, мы не могли выезжать там, и так далее. Информационная блокада, это тоже часть гибридной войны. То есть, как бы получается, мы в состоянии этой гибридной войны находимся уже 30 лет. А вот в 2008 году, после признания независимости, потом после подписания договора с Россией там, о совместной охране границ и так далее, да, наше общество и наше государство в целом немного как бы расслабилось, мягко говоря, если так можно выразиться. Им вот эту ношу мы как будто бы передали, да, российской стороне и перестали быть самодостаточным вот в этой сфере именно обороны, а это за собой сразу потянуло и остальные проблемы. И сейчас мы видим, что в информационном поле мы проигрываем. Я думаю, что это надо как бы лучше признать, чтобы потом это решать, чем не признавать. И вот эти гибридные составляющие у нас отсутствуют, экономические. Мы, да, не сильно можем на себя рассчитывать, к сожалению, да. Но это не означает, что сейчас нужно как бы там поднять руки, да, сдаться и тому подобное. То есть как бы как нам отвечать на вот эти вызовы, которые у нас появились и вообще были все это время, помимо модернизации армии, о которой ты говорил, то есть как бы какие еще формы ты бы отметил, потому что мы знаем, что у гибридных войн сразу много составляющих. Гибридные войны – это те войны, которые не касаются, все, что не касается горячей стадии войны, да, то есть использования вооруженных сил. Все остальное относят к гибридным войнам. Это и экономическая война, и очень большую часть гибридной войны занимает кибервойна. Это война в социальных сетях, во всех сферах, где используется цифровая технология. Целью этой войны, конечно, это и подрыв, я уже сказал, и экономической части, подрыв экономики, и морально-психологического состояния общества, самое главное. Для этого используются различные формы, различные виды. То есть есть целые киберотделы, да, уже в вооруженных силах, которой целью является ведение этих войн. И здесь один из тезисов, самых главных, или задач, можно так сформулировать, да, одна из первых задач этой войны – это подавление морально-психологического духа народа, да, чтобы у народа не было воли к сопротивлению, к ведению боевых действий, чтобы народ был подавлен. Поэтому не верил в собственное правительство там, и так далее. Не верил в собственное правительство, в собственные силы. Да. Вот. То есть это вот, если взять этот термин вообще и что вкладывается сегодня в это понятие. Но ты правильно сказал, что в той или иной форме гибридная война против Абхазии со стороны Грузии, она не прекращалась. И блокада, и экономический подрыв нашей экономики, это контрабанда, и все другие формы. И, кстати, информационно-психологическая часть этой войны, она никогда не заканчивалась, и она и не скрывается, то есть на это отпускаются большие деньги, они финансируются и так далее. Вот, и поэтому мы можем об этом
еще много поговорить, потому что я думаю, одно из направлений, которое мы будем обсуждать, как противодействовать этой гибридной войне и что нужно делать для того, чтобы морально-психологический дух в обществе был высок. Вот. И в этом плане, конечно, надо сказать, что мы, вот, находясь в нашей среде, в нашем обществе, среди молодежи и старшего поколения, на самом деле видим, что морально-психологический такой уровень, я думаю, достаточно высокий сегодня в абхазском обществе. И нельзя сказать, что повсеместно, что есть слои общества, которые перестали верить в нашу идею, в нашу государственность. И вот это является тоже проблемой, да. И поэтому я думаю, если мы более широко раскроем, какие у нас есть возможности для того, чтобы сохранить нашу страну, для того, чтобы военное вторжение в Абхазию было минимизировано, да, чтобы эта опасность была минимизирована. Я думаю, вот наша задача будет заключаться в этом, дать более такую широкую информацию, подробную, детальную, о том, какие у нас для этого есть возможности. Потому что я считаю, что Абхазия географически так расположена. Абхазия – это крепость. Так исторически так и было, что наши географические условия позволяли очень долго сохранять нашу независимость, нашу свободу. И вообще это не только Абхазии касается. Вот если как историк я хочу сказать, что, вот, например, Швейцария или Норвегия, эти все страны, горные страны, они как бы, где рельеф похожий на Абхазию, все считаются странами со свободой, да, которые имеют древнейшую свободу. И многие даже историки говорят, что проживание в горной местности является синонимом свободы, свободной жизни и свободной нации и государства. Вот. И поэтому горцы всегда были свободолюбивы и всегда были воинами. И поэтому эта часть нашей истории тоже мы можем посвятить этому какую лекцию для того, чтобы сравнить и историю Абхазии, пригласив наших историков, которые более подробно эту тему могут раскрыть, и сравнение с теми странами, у которых такой же рельеф. Да? И вторая часть, которая беспокоит наше общество, это современные технологии. Да? То есть сегодня очень многие напуганы такой вот новой технологической войной, которая демонстрируется, да, там, в разных частях света. Но надо сказать, что это тоже по истории так. Как только придумывается новое оружие, появляется контроружие. Да? И чтобы наши зрители понимали, что, я пример танка приведу, да, там, например, средний танк стоит, условно говоря, $20 миллионов, да, но что его подбивает, там типа Птура или там Джавелина, он гораздо в десятки раз меньше, около $2000, да. То есть там просто даже не порядок, намного меньше. Поэтому на каждую сегодня технологическую такую, сказать, как правильно выразиться, технологическое новшество, да, есть уже и новшество, которое может минимизировать его ущерб, да. Поэтому если мы говорим о дронах, то существует
да, радиоэлектронная борьба, да, против них, рэбы. И не только это, есть зенитные установки, которые против них борются, и даже есть такие даже специальные ружья, да, которые подбивают эти дроны. То есть их пеленгуют, их определяют, их блокируют, их подбивают. И поэтому все эти технологии, они известны, и просто этим надо заниматься, естественно, и создавать те подразделения, которые могут адекватно отвечать на эти угрозы, которые сегодня существуют. Поэтому я бы хотел сказать, что тот технологический вызов, который сегодня существует, на котором, я думаю, тоже наша молодежь блестяще может ответить. У нас очень много ребят, которые хорошо очень разбираются в технических вопросах. Просто их надо сорганизовать, направить и поставить эти задачи, которые есть. Это я бы сказал бы о второй части. Да? Первая я уже сказал. Вторая и третья, я бы вот так по пункту пошел бы. Да? Это все-таки у нас всегда существовало и существуют рубежи обороны. Да? Они должны быть оснащены, то есть они у нас есть, но более так сказать, модернизированы эти рубежи обороны, да? Потому что эти рубежи обороны сегодня, если они будут технически оснащены, и вообще очень сложно проходить, используя, я уже говорил, географию, очень сложно будет проходить эти рубежи обороны, да, если будут одна, вторая, третья и так далее. И поэтому эта часть тоже, значит, надо затрагивать, да, какое участие государства. Ну, сейчас, естественно, государство должно активно участвовать в создании перевооружений. То есть они существуют, но их надо обновить, поработать над этим. Вот. Следующий этап – это мобилизационный ресурс. Да? Это то, что все-таки у нас длительное время не проводились учения, их надо возобновить, чтобы определить численный состав, командный состав, проводить соответствующие учения, слаживание, которое нужно обязательно, да, для мобилизационного нашего ресурса. То есть об этом тоже можно поговорить, потому что я знаю, что очень много ребят, организаций заинтересованы в том, чтобы очень активно принимать участие в этих процессах, да, мобилизационных. Вот. И поговорить можно и о современной тактике. Да. Мы видим, что сегодня очень эффективная тактика маневренной войны, да, где так и существуют, да, новые тактические группы, немногочисленные, но очень эффективные. Да. Вот. Поэтому ну, можем поговорить, но есть такая информация, которая, ну, в публичном пространстве не стоит говорить. Это вот о наших частях постоянной готовности, какие они должны быть, ну, они у нас есть, и как они должны реагировать и так далее. Но это мы, я думаю, можем вне эфира и консультировать, и, так сказать, помогать этому процессу. Да? То есть я бы вот так бы разделил бы, что есть вещи, которые в социальном, ну, в социальном пространстве, да, в социальных сетях, да, открытых в доступе не должно быть. А что можно обсуждать в открытом доступе, это тоже вот должна быть какая-то такая вот... Я вот два тезиса хотел бы затронуть. Первый тезис — это о том, что кибервойна — это все, что не горячая фаза, да? Да. Но это все-таки подготовка к горячей фазе. Или без горячей фазы добиться успеха, да? То есть как бы вот, ну, есть такие уже истории, да,
Вот. С одной стороны, если мы говорим, что против нас ведется кибервойна, в том числе и там в социальных медиа там, и так далее и тому подобное, то второй твой тезис о том, что есть в нашей, вот особенно молодежной среде, подъем духа, да, и готовность защищать Родину. Да. Получается, что все попытки Грузии за последние там, десятилетия каким-то образом повлиять на восприятие ментальное, да, и на то, что как бы убрать этот образ врага, как они могли, может, пытаться, да, со своими этими социальными программами и так далее, это все-таки, получается, не сыграло роль такую, какую, может быть, они предполагали, или, может быть, здесь еще второй момент, что, может, это планировалось на более длительный срок растянуть, но события мировые помешали этим планам, и получается, что мы уже чувствуем, мы понимаем, и мы видим риторику, и когда есть определенное затишье, но это как раз может быть затишье перед бурей, да, и вот эти события помешали реализовать вот этот большой план по кибервлиянию, да, вот по влиянию на Абхазию. Вот как ты думаешь, потому что все-таки моральный дух молодежи... Я бы, знаешь, как бы сформулировал вот эту ситуацию, да. Ну, вообще, в основании любого государства, мы уже об этом с тобой говорили, лежит войны, да, вот... Бывает в меньшей степени, бывает в большей степени, ну, какие-то события, которые в нашей ситуации основанием абхазского государства является национально-освободительное движение, переросшее в горячую стадию, в Отечественную войну. И это самое яркое и самое сильное впечатление и для моего поколения, и для старших поколений, которые участвовали в этом процессе. Поэтому другого основания для воспитания нашей молодежи у нас и не было. Да? Мы их воспитывали в этом духе победы, в духе наших ценностей, наших героев, начиная с Владислава, заканчивая все там обычным солдатом, да, это все наши герои, которые были образцами, прекрасными образцами для воспитания нашей молодежи. Поэтому это было бы, ну, практически невозможно сделать там вот это вот, как сказать, наш дух национальный как-то изменить и так далее. И поэтому я думаю, что это могло сработать или как-то работает в каких-то в таких кругах, где, ну, есть естественная боязнь, да, я бы так сформулировал. То есть люди боятся, ну, в иерархии ценностей безопасность является фундаментальной ценностью, да, и вот эта естественная боязнь, что произойдет с нами, что произойдет с нашими детьми и так далее, оно как бы начинает затуманивать, что ли, вот реальную картину, да, и люди хотят верить в какие-то небылицы, они уже вот теряют чувство реальности и так далее. И поэтому на вот этих чисто психологических формах могут играть, может играть эта информация. Ну, здесь как бы надо вот четко и правильно все это оценивать. И когда люди поймут наши возможности, и они у нас, я уже говорил, очень серьезные. Для Абхазии это крепость. И не только географически, но и духом у нас очень много молодежи сильной. И, кстати, этот тезис я всегда повторяю, у нас около 1000 человек, молодежи наши, которые получили военное образование, закончили военные училища. И поэтому
вот эти все исходные данные, просто нужно об этом говорить, доносить до людей и делать соответственно шаги. То есть вот мы знаем, что недавно была встреча президента с предпринимателями по инициативе предпринимателей, что они хотят, значит, участвовать в этом процессе. Ну, была создана комиссия правительственная по, значит, мобилизационному направлению. Вот, и поэтому процесс идет, он начался. И чем больше людей, и чем больше участников этого процесса будет, тем, я думаю, безопаснее мы все себя чувствовать будем, да. И поэтому наша роль тоже много это, освещать это, доводить до людей. Будут, наверное, у нас и технические возможности, наверное, должны быть для того, чтобы освещать эти процессы, да, нужно показывать, как идет подготовка, как идут учения там, и так далее. Поэтому этот весь процесс, о котором мы говорим, он как бы начат, и мы видим, что он хорошо воспринимается в нашем обществе, когда люди не падают духом, не говорят, что у нас там что-то особенное. Есть еще два тезиса, которые я хотел бы обсудить. Сегодня такой разговор, он для наших зрителей, чтобы было понимание, это такой более общий. Да? Мы не стараемся какую-то определенную тему раскрыть все ее детали, по крайней мере, известные нам. Да? Вот. Но это общий разговор, это приглашение даже к диалогу. Да. Вот такое сегодня, это приглашение к диалогу по нашей обороноспособности. Первый тезис, который я хотел бы озвучить, ты вот сейчас сказал по поводу то, что бизнес-среда, да, активно отреагировала. Вот. Но все-таки обороноспособность это такой постоянный процесс, да, это то, что нельзя прервать, да, и поэтому каким-то таким вот собранием или со собранием средств, да, или каким-то одним фондом разовым, да, это не решишь. Здесь нужны системные вещи, здесь нужно в каком-то смысле переходить на военные рельсы, в том понимании, что мы все-таки, вот как я уже сказал, с 2008 года немного, да, оставили этот вопрос, понимаешь, твоя формулировка «военные рельсы» как-то, наверное... это советское кино такое. Да. Наверное, она не очень подходит. Но вообще, вот я с тобой согласен, что мы должны привыкнуть к мысли Я можно перебью? Вот сейчас ни в одном военторге невозможно найти форму, например. Да, это же для понимания, заинтересованности и вот участия, особенно молодежи. Там какие-то учения, там все ребята хотят участвовать во всех этих процессах, да. Участие государства, участие госсубъектов, большее финансирование, то есть перераспределение бюджета в пользу армии, да. Вот сейчас у нас будет бюджет 2023 года. То есть это такие системные вещи, которые нужно прямо сейчас уже внедрять в жизнь, потому что второй тезис, к которому я хотел прийти, вот это затишье, которое есть в Грузии, все-таки мы должны понимать, что Грузия ждет подходящего момента. На мой взгляд, и если смотреть грузинских экспертов, они ждут момента, чтобы в эту авантюру еще раз попробовать влезть. Поэтому, мне кажется, вот этот переход, то, что я сказал, то, что такая грубая, может быть, фраза из советского прошлого, здесь необходим. Леван, я бы все-таки по-другому сформулировал. Я бы сформулировал таким образом, что это очень долгосрочная программа. То есть это не то, что вот сейчас мы там, сломя голову, там должны бежать, вот сейчас срочно что-то. Это вообще очень долгосрочная программа. И вообще мы должны, во-первых, привыкнуть к мысли о том, что свою родину мы должны защищать сами.
с помощью там, союзников, братьев и так далее, но первым долгом эта обязанность лежит на нас. Для этого мы должны быть к этому готовы, да, не только морально-психологически, но и технически, экономически там, и так далее, и так далее. То есть это и экономический вопрос, да, всегда должны быть, это тоже, кстати, можно этому вопросу по какую-то тему, да, починить и рассказать об этом, что да, должен в сфере безопасности, да, должен быть там и продукты должны быть у нас, есть там и сухпайки, какие-то вот экономическая безопасность, она должна быть на какие-то такие случаи, да. Просто я бы так сформулировал, что мы должны понять, что в современном мире без своих вооруженных сил невозможно сохранить свою независимость и свободу. Что если мы хотим, чтобы мы всегда на своей земле были хозяевами, если мы хотим, чтобы наш язык имел перспективу, что наша культура, наша ментальность на этой территории всегда господствовала, всегда имела возможность развиваться, то тогда нам нужно иметь вооруженные силы и мобилизационный ресурс. Да, все с древнейших времен на Кавказе существует тезис: каждый мужчина воин. И то есть это не просто то, что он носил оружие, он знал, как его использовать, знал, как пользоваться оружием, знал, как воевать, знал, как участвовать во всех этих процессах. Это не просто ношение оружия, это и воинская культура, и практические навыки в участии. То есть сегодня это вооруженные силы. Конечно, каждый может участвовать по мере своей возможности. Кто-то в медицинской части этого процесса, кто-то в кибер части этого процесса. Но каждый как бы должен отдавать свой долг Родине, участвуя в ее обороноспособности. Это не всю жизнь, а какой-то там определенный период своей жизни, и потом возвращаться к этому на учения, на какие-то, значит, курсы и так далее. Вот, поэтому я бы вот так бы сформулировал. То есть это постоянное действие, да, навсегда идея, потому что это мировой тренд. Я уже в начале об этом говорил. Все страны, даже европейские страны, которые находятся, вроде бы были в нейтралитете или были где-то в безопасности, малочисленные, они уже задумываются. Ну, все и в бюджетах предусматривают большие вливания в оборонную промышленность, в оборону. Вот, то есть нам вот те бюджеты, которые, да, государственный бюджет, который у нас был, он должен быть кратно увеличен, да, то есть он контроль за финансами, да, это уже очень серьезное дело, да, как будут тратиться деньги, которые будут направляться на оборону, они должны быть под контролем, особым контролем и так далее. Мы попробовали затронуть разные аспекты. К следующему эфиру дождемся ваших комментариев, и, исходя из, наверное, комментариев, выстроим эфир. Ну и вторая важная вот мысль, то, что провести этот эфир все-таки онлайн и попробовать ответить на вопросы наших подписчиков. Кстати, наверняка будут вопросы из Грузии. Грузинские пользователи часто нас комментируют. Ну, по-своему, конечно, но комментируют. В общем, спасибо, Ливан, за такое приглашение к диалогу о нашей обороне. И я думаю, что здесь нам помогут и другие наши эксперты, и другие наши люди с опытом военным, и мы будем привлекать. Вот. Ну а с Ливаном у нас будет прям серия эфиров с определенной периодичностью. Спасибо, задавайте вопросы и обязательно подписывайтесь на Пснахабар, чтобы вы могли задавать эти вопросы онлайн в наших следующих эфирах. Абзирас.